Мы находимся возле памятника букве А Центра комикультуры. Алексей Моисеенко, почетный альтруист АНО «Сплав». Скажите, пожалуйста, Алексей, с вашей точки зрения, что означает данная буква и какие ассоциации она у вас вызывает? Ну, я хочу сказать, во-первых, эта буква достаточно оригинальная. Вот если возникли две эти точки вверху, то, очевидно, они для чего-то нужны. Самое, ну, не главное, но это, как объясняя, вот, говоря об этой букве, можно идти двумя путями. Первый путь — это чисто визуальное. Мне кажется, кто-то звонит и хочет узнать про букву. Сейчас, одну секундочку. Алло. Пожалуйста. Глядя на эту букву, можно идти двумя путями к объяснению ну, не то что происхождения, визуального восприятия и сути этой буквы. Начнем с сути. Дело в том, что удивительно, что во французском языке есть точно такая же буква. Если кто-либо когда-нибудь видел автомобиль Citroën и пытался прочитать его название так, как это сделали французы, то он увидит, что буквально предпоследней буквой будет вот эта буква, которая звучит как Citroën. В немецком языке тоже есть такая буква. Заметьте, где мы, где Франция, где Германия. Вот, а буква является кирпичом слова. Это то, из чего строится слово. И поэтому, ну, конечно, я думаю, что французы не совещались с угрофинами, когда вот, и со Стефаном Пермским, когда вот эта буква появилась у нас. Но, очевидно, она была необходима. И поэтому в пространстве ну, есть многое необъяснимое, но удивительно это совпадение, что вот эта буква так прижилась у нас и очень давно живет в той старой Европе. Ну а визуально, вы знаете, это похоже на два глаза и открытый рот от удивления. Это как будто буква удивляется, глядя на нас. Ну и фантазировать можно будет дальше, а тот, кто меня слушает, может быть, придумает и найдет нечто другое в этом символе, в этой удивительной букве. Учите коми-язык, дорогие мои. Спасибо. Пожалуйста. Интерпретация логотипа Юрием Николаевичем Сахаровым, почетным альтруистом АНО «Сплав». Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, что, по-вашему, означает символ О с двумя точками? Ну вот у меня сложился такой образ этого знака, по моему суждению. Он означает для меня точку невозврата, точку перехода, эволюции человечества, которая благодаря своему неверию и невежеству зашло в тупик. И никакого прогресса дальше не просматривается. Нет ни идеологии, ни духовности, ничего, все отсутствует, и человечество деградирует. Так вот, выход из этого тупика только через эту точку в царство Божье, где царит высшее совершенство, высший порядок и высшая гармония. Эта точка называется Всевышним игольным ушком, где сказано в Писаниях о том, что легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное. Вот это глубокий смысл, который человечество рано или поздно должно осознать, чтобы обрести вот этот мир через духовное совершенство, через эволюцию человечества, обрести то, о чем многие давно пели и поют. Вот Гребенщиков поет, есть город золотой, там, и далее, и далее. Или, например, в кинофильме
про Буратино. Далеко-далеко за морем стоит золотая стена, в стене той заветная дверца, за дверцем большая страна. Вот это и есть эта дверца, вот этот вот символ, это дверца. Ключом золотым открывают заветную дверцу в стене. Но где отыскать этот ключик, никто не рассказывал мне. Вот вы помните все, что все кино Буратино с этим ключиком, чтобы найти, и они в конце концов входят в эту дверцу, которая за куском холста, где котелок с похлебкой варится на огне. Вот это, ну, есть и много других. Это вход в зазеркалье и много других разных объяснений, которых нам дается свыше постепенно многообразие вот этого знака. Оно существует, можно, конечно, бесконечно говорить об этом, но вот в основном это мое такое видение. Спасибо. Да.